игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Коляска — это не, скажем так, не повод для того, чтобы отказываться от активной жизни. Хочется проводить жизнь так же активно, как и раньше. У нас, к сожалению, среди колясочников бильярд пока не очень развит. Проводятся различные спартакиады по другим видам спорта. Бильярд пока что, не сказать, что он не развит совсем, то есть люди занимаются, играют иногда в бильярд, но пока еще не было ни одного официального соревнования. В прошлом году у нас уже был даже небольшой успех. Я в прошлом году, будучи в Москве, пообщался с сертифицированным тренером по бильярду, который сам тоже передвигается с помощью коляски. И после общения с ним у меня пришла идея развивать бильярд в Якутске и договариваться с нашими, кто способен продвинуть это дело. Есть чему поучиться, то есть когда молодых учишь, тренируешь же, и вот видео есть финала, я это видео все-таки возьму у Александра, заберу это видео, не заберу, скопирую, и буду показывать ученикам, буду говорить: вот, смотрите, как надо подходить к удару, потому что он подходил так, как никто не подходил, собственно, поэтому и выиграл. Нужно, чтобы и другие инициативы, которые они будут проявлять в части развития спорта, мы их все дружно поддерживали, потому что это привлечет многих людей, которые сегодня в отчаянии сидят дома, лежат дома, не выходят никуда. Для них это даст импульс, даст новую надежду на то, что они могут быть в обществе нужными, востребованными, что им будет чем гордиться за себя перед этими людьми, да и людям будет приятно посмотреть на то, что они борются с теми проблемами, которые в их жизни встречаются. Поэтому очень важны вот такие соревнования. А этим летом, в этот замечательный теплый день, мы решили поддержать такой необычный, но в то же время набирающий популярность вид спорта, как пейнтбол.
потому что, во-первых, это интересно, во-первых, это задорно. Самое главное, что эта игра отвечает основным принципам нашей компании. Это команда, один за всех и все за одного и так далее. Мы очень рады, что такое большое количество команд сегодня собралось. Я желаю всем успехов и пусть победит сильнейший. Сегодня управление молодежи совместно с компанией Ростелеком проводит турнир по пейнтболу. Он называется Ростелеком летние олимпийские старты. Среди школьников у нас сегодня 12 школ. Мы на Комсомольской площади построили подобие боевой арены, подобие крепости. И сегодня команды соревнуются, и во все стороны летят краски, летят шарики, и чемпионат в самом разгаре. Поэтому, почему пейнтбол, почему сегодня, почему здесь у нас... Нашу страну ждут большие спортивные события. Это Универсиада в Казани, Сочи, Олимпиада, естественно, чемпионат мира по футболу. Нашу республику буквально меньше, чем через месяц ждут дети Азии. Поэтому пусть этот турнир станет некой подготовкой, неким этапом к этим соревнованиям. В данный момент наша передача находится в спортивно-оздоровительном лагере «Спутник», где проходит городской чемпионат по стрельбе из лука. Сегодня, 26 мая 2012 года, завершился чемпионат города Якутска по стрельбе из лука, на котором приняло участие более 40 спортсменов из 7 улусов, такие как Горный улус, Кангаласский улус, Мегин-Кангаласский улус, Татинский улус, и так далее. И кроме того, город Якутск, само собой, да. Погода хорошая, не подвела, как раз не было дождя, мы думали, что будет дождь, он очень сильно мешает. Кроме того, получается, что не было такого сильного ветра, то есть, который может помешать и набрать определенное количество очков разного возраста. Вот у нас спорт такой демократичный, могут люди заниматься, которым 60 лет, спокойно выполнять норматив мастера спорта. Такой демократичный, очень доступный вид спорта.
Мотоспорт в городе Якутске держится благодаря энтузиастам, таким как Александр Иванович Стручинский, который является директором СТК «Столица». И хотелось бы, чтобы побольше людей помогало. Сегодня то, что погода такая попалась, но ребята не унывают, показывают хорошие результаты. Хотелось бы, чтобы они больше повысили свое мастерство. Чемпионат выдался очень интересным, такая была горячая борьба. То есть первый заезд был как разминочный, получается, ездили они так хорошо, но все же один человек все-таки улетел в кювет, да. А второй заезд они уже трассу хорошо знали, и уже борьба была такой насыщенной, то есть шли прям вплотную друг к другу. Было очень зрелищно, много адреналина, детишки летали по всем кончикам, что очень интересно было смотреть. Ну, жалко то, что было не так много народу, в следующий раз, надеюсь, будет побольше. Все-таки это надо видеть, а не слышать. Вообще, сегодня удивительный очень день, несмотря на собачий холод. Мы провели мероприятие вот, благодаря передаче «Мой спорт». Вообще великолепные организаторы, конечно, ребята. Они вот просто из ничего взяли нас, подняли и заставили вот провести вот это мероприятие. Я счастлив и доволен. Я благодарен, хотел бы поблагодарить вот фирма «Старком». Удивительная вещь. Они просто так из ничего не знали друг друга до этого, ни разу не виделись. Подарили нам в клуб ноутбук. Фирма «Райдер» великолепно себя проявила. Тоже вот они форму, значит, нам подарили. Ну и особую, конечно, благодарность хотелось бы выразить городскому комитету по физической культуре и спорту Константину Семеновичу Бурцеву. Мы давно с ним контактируем вот, на протяжении 5 лет. Он никогда в стороне не оставался, всегда помогал нам и словом, и делом. Поэтому сейчас он тоже в числе организаторов предоставил любезно нам медали, кубки, ну, в общем, призы. Большая ему благодарность, огромное спасибо. Мой спорт! Ты болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Проблемы на работе? Выплесни эмоции. Пейнтбольный клуб «Комбат». Звони 755 880, заходи на сайт combat.ekt.ru.